мы начинаем наш концерт. И начать мне бы хотелось его с презентации новой книги, которую вы видели уже у нас в холле. И здесь она представлена у нас в зале. Это книга, которая была издана специально к Дню собора Коми Святых. А называется она «История церквей и духовенства Коми края». Авторы известные в Коми краеведы, потомки церковнослужителей Малыхина Анна Георгиевна и Фадеева Надежда Валентиновна. Ваши аплодисменты. Жиденькие аплодисменты. Пожалуйста, прошу по теме. В книге приводится справочная информация о церквях на территории нашей республики за полуторавековой период с 1800 года до 1940-х годов. В ней вы увидите не только фотографии и названия храмов, но и даты, когда они были построены, когда закрыты в годы гонений на церковь, какие храмы возрождались и действуют ныне. Большой раздел книги посвящен судьбам 90 священников нашего региона. Уникальность книги в том, что в ней представлен большой массив ранее не опубликованных материалов, фотографии и документы, собранных авторами и сохранившиеся в архивах родственников священнослужителей. Собор Коми включает в себя 44 имени святых, в том числе святителя Стефана Пермского, епископов Герасима, Петерима и Иона, а также 40 новомучеников и исповедников российских в земле Коми просиявших, священнослужителей, мирян, причисленных к лику святых после гонения на православную церковь в советские времена. Книга издана по благословению архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Петерима. И сейчас я хочу передать микрофон авторам этой книги Анне Малыхиной и Надежде Фадеевой. Встречайте! Действительно, эта книга создавалась не скоро. В 90-х еще годах, когда только тут создавали епархию, я познакомилась с многими родственниками бывших священнослужителей, то есть потомками ихними. И среди них оказались даже дочери, ну, больше внучки, но они еще что-то помнили о них. Поэтому вот в 90-е годы я постаралась записать с их слов все, что вот они смогли мне рассказать. Когда стало уже приступили к канонизации наших святых, то этот материал, который был собран, тоже я представила в епархию отцу Филиппу. И он подготовил материалы уже из архивов ФСБ, где хранились непосредственно дела этих пострадавших. Он представил в Московскую патриархию, там есть специальная комиссия по канонизации. И 17 священнослужителей наших было канонизировано, то есть непосредственно, которые здесь служили. После этого уже добавились святые, потому что здесь очень многие пострадали, высланные из других регионов. Здесь они лежат где-то, неизвестно, пока могилы даже не обнаружены. Ну и вот все это послужило тому, что я решила, что надо, чтобы все знали вот о тех, кто здесь служил, хотя бы в лицах, потому что вот мне удалось собрать у родственников где-то около 90 фотографий, и они все в этой книжке помещены. И немножко краткая характеристика их служебных, где они служили, что они, чем занимались, и 3 поколения как бы их родителей и детей. То есть по ним можно проследить даже родословную. То есть вот нынешние потомки очень интересуются, кстати, своими предками, священниками. Они ко мне обращаются из разных регионов, потому что здесь действительно отбывали очень многие пострадавшие в годы репрессий. Можете ознакомиться и задавать вопросы, если у вас появится. Я, наверное, на этом качаю. А вот моя соавтор Надежда Валентиновна, она как раз расскажет, как она трудилась.
Ценность этой книги, я считаю, в том, что в одном издании собраны материалы по всем нашим церквям. Не у каждого из нас есть возможность ходить в архивы, и архивы такого потока людей не выдержат, а тут все компактно собрано. Значение церквей и священников трудно переоценить. Это и культура, и просвещение. Из сословия священнослужителей вышла интеллигенция во всей нашей стране. И отрадно, что книга вышла в канун такого вот праздника, и будем надеяться, что она подтолкнет каждого из нас к изучению своей родословной. Книгу можно будет, есть договоренность, что она будет реализовываться через Кировскую церковь. Вот. И там все желающие могут приобрести. И сегодня на презентации. Всего вам доброго, всего хорошего и здоровья в такое суровое время. Спасибо. Таким случаем хотели бы преподнести, раз не получилось у владыки Петерима присутствовать на нашем мероприятии, подарить ему вот эту вот книжку. Как это можно... Давайте я представлю тогда слово как раз от владыки. Скажет священник Свято-Стефановского собора, отец Иоанн. Пожалуйста, батюшка. Дорогие братья и сестры, позвольте от имени нашего владыки сердечно приветствовать вас и поздравить с замечательным праздником, собором трех святителей Герасима, Петерима и Ионы, Устюгских чудотворцев, и собором Коми Святых. Этот светлый праздничный день начался божественной литургией, которую возглавил архиепископ Петерим в нашем главном храме республики, Стефановском соборе, в сослужении духовенства. И этот день продолжается замечательной презентацией этой книги, над которой потрудились Анна Георгиевна, Надежда Валентиновна. Действительно, вы положили большие труды, что такая информация ценная. Я верю, что эта книга найдет своего читателя и среди священнослужителей, и среди студентов нашего центра подготовки церковных специалистов, и среди наших прихожан, которые искренне интересуются своей историей. Очень хотелось бы, чтобы эта книга была востребована и среди молодежи, потому что у незнающих своей истории, конечно же, нет и будущего. Поэтому всей души от имени владыки вас благодарим. И всем вам желаю светлой радости в этот день. Пусть наши святые, ведомые и неведомые, просиявшие в Коми крае, помогают всем нам в это непростое действительно время. И, конечно, наши молитвы в этот день обращены за главу нашей епархии, нашего дорогого владыку, архиепископа Сыктывкарского, Коми-Зырянского, который является продолжателем тех апостольских трудов, которые несли святые Герасим, Петерим и Иона. И действительно, вот видя эти труды, дорогие братья и сестры, все мы с вами можем сделать вывод, что один человек сделал столько, что, может быть, не под силу сделать и очень-очень многим. Потому что сам Господь, сама Матерь Божия помогает нашему владыке, и наши молитвы укрепляют его, когда мы молимся, он молится за нас, мы молимся с вами каждый на своем месте, в храме, дома, за владыку. И дай Бог, чтобы Господь его укреплял на этом апостольском пути и благословил его дальнейшие труды как главы нашей Сыктывкарской Коми-Зырянской епархии. Всех вас поздравляю с праздником, крепкого здоровья, счастья, всем вашим родным и близким. Многое-многое благое лето. Дорогие друзья, ну и прямо сейчас встречайте концерт, посвященный Дню собора Коми Святых и Дню тезаименитства владыки Петерима. Уважаемые зрители, большая просьба во избежание неловких ситуаций отключите свои мобильные телефоны. Благодарим за понимание.
Рождество. Вертепом стал барак и лес седой. В тугих тисках конвоя свершает службу кроткий Божий раб под ангельское пение живое. В глухой таежной жуткой стороне, где день как год, где воплощение ада в своей сердечной, строгой глубине, алтарь воздвигнув, засветив лампаду, с таинственно раскрывшихся с небес струится свет на лес ночной и поле. Христос родился, умер и воскрес на все Его святая воля. Становится спокойней и светлей, и белой ризой снег покрыл поляны. Молитва, как живительный елей, питает душу и врачует раны. Хвала Творцу, возносит Божий раб, в иссохшей плоти дух поет и дышит. Ночь, Рождество, вертепом стал барак, и все горит звезда над мерзлой крышей. Ты меня на рассвете разбудишь, проводить необутая выйдешь. Ты меня никогда не забудешь. Ты меня никогда не увидишь, заслонивший тебя от простуды. Я подумаю, Боже Всевышний, я тебя никогда не забуду. Я тебя никогда не увижу. Не мигают, слезятся от ветра безнадежные карие вишни. Возвращаться плохая примета. Я тебя никогда не увижу. И качнуться бессмысленной высью парафраз залетевших отсюда. Я тебя никогда не увижу. Я тебя никогда не забуду. Ты меня на рассвете разбудишь, проводить необутая выйдешь. Ты меня никогда не забудешь. Ты меня никогда не увидишь. У саду вишневом исполняет Серафима Меркушева. Концертмейстер Наталья Керс.
Встречайте! Дремлют плакучие ивы. Исполняет Ольга Сосновская. Дремлют плакучие
Дом Луны. Исполняет Анна Ардова и Андрей Плахтов. «Звезда» исполняет Ольга Чеморина. Встречайте!
Юлия Михайлова. Отцов и дальних предков колыбель. Здесь сладок даже шепот ветра. Ну где понятней птичья трель, ну где понятней птичья трель, в твоих лесах моя деревня, в твоих лесах моя у жизни все я светлое беру. Люблю тебя, мой север снежный. Я в чистом поле соберу, я в чистом поле соберу букет ромашек белоснежных, букет ромашек белоснежных. Укроет нас твой материнский гроб, достойно боль снести поможет, а мы любовью за любовь, а мы любовью за любовь деревни все ответить сможем, деревни все ответить сможем, деревни все ответить сможем. Стихотворение Владыки Петерима из сборника «Венок сонетов». Венок сонетов новомученикам, землекоме просиявшим. Да будет всем каждый знакомый, кто в список священный вошел. Зерном пал кто в землю, но корни мир Божий душою обрел. Зерно, погибшее в почве, не может дать вверх стебельки. Так слово гласит людям Божье, что смерть есть рождение души. В начале 20 века расстреливали человека безбожной власти в стране, но в этом бесовском огне увидел, кто свыше рожденный, венок вечной славы сплетенный, венок вечной славы сплетенный, кто вынесет муки в себе, слезою горючей червонной
в раю примет жизнь во Христе. Стреляли до самых 30-х церковников в коме земле. Затем при троцкизме вдруг власти чинили расстрелы себе. И снова кровавое море, 500 расстрелов, вновь горе по ложной статье групповой. Священство, монахов, мирян, кто ревностно шел в Божий храм, приказ расстрелять всем их там. В горнице моей светло исполняет Ольга Сосновская. В горнице моей светло, это от моей звезды матушка возьмет ведро, молча принесет воды. Матушка возьмет ведро, молча принесет воды. Красные цветы мои в садике завяли все. Лодка на речной беги, скоро нагнется все. Лодка на речной воде, скоро нагнется все. Дремлет на стене моей или кружевная тень. Завтра у меня под ней будет хлопотливый день. Завтра у меня под ней будет хлопотливый день. Буду поливать цветы, думать о своей судьбе. Буду до ночной звезды лодку мастерить себе. Буду до ночной звезды лодку мастерить себе. Здоровья вам желаю. Руки исполняет Вера Михайлова. Встречайте! Thank you.
я вспомню в час разлуки не голос твой услышу в тишине. Я вспомню ласковые трепетные руки, и я тебе они напомнят мне. Руки, словно две большие птицы, как вылетали, как оживлялись вокруг. Руки, как не могли легко длиться, и все печали снимали вдруг. Когда по клавишам твои скользили пальцы, каким родным казался каждый звук. Под звуки старого и медленного вальса мне не забыть твоих горячих рук. Руки, словно две большие птицы, как прилетали, как оживлялись вокруг. Руки, как вы могли легко проститься, и все печали мне дали вдруг. Руки, словно две большие птицы, как вылетали, как оживлялись вокруг. Руки, как вы могли легко проститься, и все печали мне дали вдруг. Ен Югдас исполняет Анна Ардова и Андрей Плахтов. Югдас не пета, кириме нам куш, мы
Odlikole mi na moštaki, odlikuse голос, ломче дишними. Šķīdla zora ņūmīts, šura šudači, mūri žārtvem mūrīts, ūžas unai. Ļubi nas nivieta, imena kuš, no zavišķelem šķietas, Viaje mogla Ljubi nas nivieta, imena kuš, no zavišķelem šķietas, Viaje mogla В город пришла зима. Исполняет Ольга Чеморина. Город пришла зима, люди все недовольны, только
И отодвинув времена и сроки, они глядят так кротко и молчат. Но громко говорят архивов строки. Какие лица смотрят со страниц, сквозь боль и скорбь глядят святые лики. Таких сегодня не увидишь лиц. Небесной славы огненные блики. Сияет свет и отблеск торжества сквозь зла нерасторжимую поруку, сквозь тюрем мрак, мучение естества, сквозь холод, боль и карцерную муку, ни тени страха, тихая печаль о родине в годину испытания и жертвенности, строгая печать Голгофы русской, таинство и тайна. Не помня о кровавых палачах, что правили жестокой круговертью, Россию держит на своих плечах, своею жизнью и своею смертью. Которую неделю метут метели, не видно неба над землей. И вдруг в такую вьюгу столкнулись мы друг с другом в саду, где встретились весной. Зимний сад, белым пламенем огня, ему теперь не до весны. Зимний сад, белым сном деревья спят, но им, как нам, цветные снятся сны. Наверное, случайно мы друг от друга втайне вернулись оба в этот сад. Расстались мы однажды, и нам уже не важно, кто прав из нас, кто виноват. Зимний сад, белым пламенем огня, ему теперь не до весны. Зимний сад, белым сном деревья спят, но им, как нам, цветные снятся сны. Наверно, мы напрасно в былой вернулись в праздник, когда такие холода. И как другим прохожим нам холодно, но все же зачем-то мы пришли сюда. Зимний сад, белым пламенем огня, ему теперь не до весны. Зимний сад, белым сном деревья спят, но им, как нам, цветные снятся сны. Но им, как нам, цветные снятся
но им, как нам, цветные снятся сны. Браво! 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 «Я лечу над Россией» исполняет Вера Михайлова. Я лечу над Россией, словно в сказочном сне, и дубы ветровые машут кронами мне. Купола золотые тополей соедина. О, Россия, Россия, ты такая одна. Купола золотые тополей соедина. О, Россия, Россия, ты такая одна. Вижу волжские плясы, вижу белый наряд, берегами утесы, как солдаты стоят, облака грозовые и озер тишина. О, Россия, Россия, ты такая одна. Вижу села и хаты, где в суровом краю уходили солдаты, бой за юность твою, где цветы полевые опалила война. О, Россия, Россия, ты такая одна. Нет, не будет, не будет наше небо в огне. Будьте счастливы, люди, вы на этой земле, как весны позывные, слышу крик журавлей. Я лечу над Россией моей. Я лечу над Россией моей. Браво! Молодцы! Дорогие друзья, мы еще раз, я думаю, и от вашего лица, от лица зрителей, и от всех нас, от артистов, мы хотим поздравить правящего архиерея с днем рождения и с Днем Ангела. И вас всех, дорогие зрители, которые так тепло нас принимали, хотим поздравить с Днем Собора Коми Святых. Спасибо вам большое, что вы были в этот вечер вместе с нами. Всего вам доброго. До новых встреч!
Молодец.